В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает серьезную озабоченность в связи с началом очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии «Достойный партнер-2018», в которых будут задействованы более 3000 военнослужащих, тяжелая бронетехника и авиация. Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии, отмечается в распространенном сегодня заявлении Министерства иностранных дел Абхазии. В МИД Республики Абхазия убеждены в том, что перманентное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа. В МИД Абхазии особо подчеркивают, что политика стран Западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов с Грузией. В качестве симметричного ответа на деструктивные действия Грузии и ее западных партнеров абхазская сторона намерена интенсифицировать военно-технологическое сотрудничество с Российской Федерацией с целью обеспечения обороноспособности и безопасности Республики Абхазия. Министерство иностранных дел Республики Абхазия возлагает всю ответственность за возможную эскалацию напряженности в регионе на Грузию и ее западных партнеров, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Абхазии. Семен Григорьев, бывший посол России в Абхазии, назначен директором департамента МИД России по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями. Информация об этом размещена на сайте МИД России. Семен Григорьев работает в системе МИД с 1983 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Владеет персидским, английским, пушту и дари языками. Работал на различных дипломатических должностях в Центральном аппарате министерства и за рубежом. С октября 2008 года Семен Григорьев являлся послом России в Абхазии. В Общественной палате Абхазии состоялось обсуждение 20-й статьи Конвенции ООН по противодействию коррупции. Вот уже около года группа граждан республики инициирует принятие соответствующего законопроекта парламентом Абхазии. В Общественной палате этот вопрос обсуждается уже не в первый раз. Сегодня в обсуждении приняли участие и депутаты Народного собрания. Репортаж Сарии Смар. Принятие парламентом Абхазии 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции, законодательном признании незаконного обогащения криминальным деянием, введении обязательного декларирования чиновниками доходов и расходов, а также подборе кадров на госслужбу на конкурсной основе – необходимая мера, считают представители инициативной группы. Они убеждены, декларация чиновниками своего имущества позволит в какой-то мере контролировать ситуацию. К примеру, с введением в действие закона, если источники дохода определенного чиновника вызывают сомнения, прокуратура и другие контролирующие органы могут начать проверку их происхождения. В случае принятия парламентом данного закона любой государственный служащий, собственность которого превосходит его задекларированные доходы и активы, отстраняется от работы и сам обязан в судебном порядке доказывать свою невиновность, непричастность к незаконному обогащению. Необъяснимые значительные активы должны стать такими же вещественными доказательствами криминальной деятельности, как и запрещенные к обороту наркотические вещества. Члены Общественной палаты поддерживают инициативу принятия 20-й статьи Конвенции ООН. По их мнению, борьба с коррупционной составляющей – одна из главных задач государства и всего общества. Никто не говорит о том, что это вот такая одна мера, которая решит все проблемы. Но это тоже очень важная мера, потому что без этого, ну как реально бороться с коррупцией? Что я хочу сказать? Но все это без неотвратимости наказания конечно, не будет иметь никакого смысла. Я считаю, что нужна общественная поддержка и этой инициативе, и инициативам депутатов, которые предлагают законопроекты по борьбе с коррупцией. И нужна такая же общественная поддержка по
тому, чтобы мы добились неотвратимости наказания. Закона о противодействии коррупции, принятого депутатами парламента в 2015 году, недостаточно, считают представители инициативной группы. Они неоднократно обращались к парламентариям с просьбой поддержать их инициативу и принять 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции. Однако по этому поводу до сегодняшнего дня не принято никакого решения. По словам члена Общественной палаты Мананы Гургулия, необходимо заручиться поддержкой группы депутатов и уже в дальнейшем с их помощью выносить на заседание парламента законопроект. Депутат парламента Аслан Бжани отметил, что с данным законопроектом парламентарии ознакомлены. Работа в этом направлении ведется, и народные избранники не раз выносили на обсуждение данную статью закона. Я считаю, что их инициатива заслуживает всякого поощрения. На самом деле, эта проблема очень серьезная. Парламент у нас разный, как известно, это люди разные, с разными взглядами. И кое-что в этом направлении, в плане профилактики и противодействия коррупции, кое-какая работа в парламенте проводится. Имеется в виду законотворческая работа. Это проблема многоаспектная, но мы в парламенте должны создать хотя бы правовые условия для решения этой проблемы. Члены Общественной палаты единогласно выступили в поддержку создания законопроекта. Они высказали свое мнение по этому поводу и отметили, что в скором времени от имени Общественной палаты в парламент Абхазии будет отправлено письмо с просьбой принять 20-ю статью Конвенции ООН. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В числе добровольцев, ставших на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, есть и выходцы из Абхазии. Один из них, Олег Андрусенко, воевавший в интернациональном батальоне «Пятнашка», уроженец города Гудаута. Олег героически погиб под Донецком 2 года назад. В силу разных обстоятельств тогда он был похоронен там же. И вот спустя 2 года при поддержке руководства страны боевыми друзьями было выполнено желание его семьи. Останки героя ДНР были перевезены в Абхазию. Проводить Олега в последний путь пришли его друзья, соседи и, конечно же, однополчане. У Олега Андрусенко остались жена и сын Захар. Он остался очень добрым, порядочным человеком. Он и был таким, любил свою семью, своего сына. Вот мы все сделали, постарались, чтобы он вернулся домой, на свою родину. И благодарю всех ребят, которые в трудную минуту не оставили нас и приехали нам на помощь, на наш Донбасс. В Новом Афоне прошел 7-й по счету круглый стол, организованный Государственным комитетом Республики Абхазия по молодежной политике, на котором обсуждались вопросы, волнующие всю молодежь страны. Во встрече приняли участие глава администрации города Феликс Даутия, настоятель Новоафонского монастыря отец Давид Сарсания и представители районных отделов Госкомитета. Подробности встречи у Саида Джарсалия. В повестке дня встречи 3 вопроса. Проблемы занятости молодых специалистов в Новом Афоне, отсутствие Дома культуры и обсуждение организации фестиваля живописи и классической музыки в Новом Афоне. Проблемы занятости молодых специалистов актуальны во всех районах республики, отмечалось на встрече. Молодежная кадровая политика должна являться приоритетной частью государственной кадровой политики страны, считает председатель Госкомитета по молодежной политике Тимур Квеквескири. По его словам, в ближайшее время будет создан сайт Госкомитета, на котором планируется разместить информацию о молодых специалистах, проживающих в разных районах страны. Мы хотим сформировать полностью базу данных из тех молодых ребят и людей, которые закончили здесь университет, которые отучились в России, приехали сюда, хотят работать. И для этого нам нужна некая база данных и некая информация об этих людях. Что и закончили они, там сколько лет, какая специальность. Исходя из этого, может быть, нам будет легче, конечно, каким-то образом распределять. Настоятель Новоафонского монастыря отец Давид Сарсания рассказал о том, как монастырь помогает решать проблемы занятости подрастающего поколения в городе. С прошлого года Новоафонский монастырь взял на себя обязательства по тому, чтобы быть, спонсорами специальной секции при Новоафонской школе по дзюдо и самбо. Вот уже ровно год, как у нас работает эта секция, мы дали 55 детям из Новоафонской школы возможность заниматься бесплатно этими видами спорта. Дом культуры повсеместно играет важную роль в жизни населения города.
Отсутствие подобного культурного объекта в Новом Афоне отрицательно сказывается на досуге молодежи. Само здание существует, но нуждается в реконструкции, сообщил глава администрации города Феликс Таутия. Речь также шла об организации фестиваля живописи и классической музыки в Афоне, которая может стать ежегодным. Подобное мероприятие – это еще одна возможность творческой молодежи заявить о себе. Мы его хотим проводить здесь, в городе Новый Афон, соответственно, летом, дабы ознакомить наших туристов и наших жителей в том числе с тем, что у нас в Абхазии помимо природы нашей, да, и красоты много чего есть другого, много талантливых ребят, людей. Мы хотели бы привлечь как можно больше молодых людей, ребят со всей нашей страны, не только жителей города Новый Афон. В будущем году в городе Новый Афон, я надеюсь, уже, что состоится этот долгожданный фестиваль. На встрече была рассмотрена возможность внесения фестиваля в бюджет Госкомитета по молодежной политике. За круглым столом также обсуждалась тема создания местного IP-телевидения, так как помимо абхазского государственного телевидения почти в каждом районе республики есть местный новостной канал. Участники круглого стола выявили многие актуальные проблемы, с которыми сталкивается молодежь Нового Афона. Прозвучало и немало предложений по их разрешению. Саид Жарсалия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сухумский водоканал сообщает, что 2 августа в связи с ремонтно-восстановительными работами в столице по улицам Чехова, Ардзенба, Аланская, Арцах, воинов-интернационалистов с 0 до 20 часов будет прекращена подача питьевой воды в районе турбазы, центральной и нагорной частях города, Старом поселке и Навиеме. На календаре август. Температура воздуха намного выше 30 градусов, прогретое до максимума Черное море и разгар сезона пикников – главные атрибуты последнего месяца лета. Насколько лето 2018 отличается от жарких дней предыдущих лет и как долго в Абхазии сохранится такая погода? Об этом наш следующий сюжет. На календаре 1 августа и на дворе плюс 35. В такую погоду не хочется лишний раз выходить под палящие лучи солнца. Улицы столицы Абхазии днем практически безлюдны. Жители стараются без надобности не выходить из дома. Что не скажешь о гостях нашей республики. Несмотря на жаркую погоду, и в центре города Сухум, и на набережной Махаджиров много туристов, которые говорят, что погода в Абхазии в самый раз. Не жарко. Не жарко, нет. Очень хорошо переносим жару. Погода прекрасная, всех устраивает пока. Нет, не очень. Море рядом, так что все хорошо. Хороший климат, тепло, дышится хорошо, не как у нас. У нас жарко, душно, а у вас хорошо. Установившаяся в Абхазии жаркая погода соответствует климатической норме, и жара не является аномальной, говорят и специалисты. Температурный режим держится уже несколько лет в пределах от 33 до 35-37 градусов. Почему обычно людям так кажется, что очень жарко, душно? Ощущение высокой температуры нам дает то, что вот соотношение влажности высокой и, соответственно, температура около 33-34 градусов Цельсия. Вот в выходные дни погода ухудшится, ливневые осадки ожидаются. В пятницу, в субботу, больше всего в субботу максимум осадков будем наблюдать. И также с субботы на воскресенье порывистый ветер до 13 метров в секунду. Как известно, в Абхазии влажный субтропический климат. Высокая влажность воздуха обусловлена соседством теплого Черного моря и высокогорных хребтов. С другой стороны, именно по этой причине в нашу страну не проникают опасные атмосферные циклоны, из-за которых могут возникнуть серьезные климатические аномалии. Что касается погоды в августе, то, как говорят специалисты, температура плюс 30-35 градусов сохранится весь месяц. Пока приблизительно можно говорить о тех температурах, как 33-35 градусов. Однако уже после 20-х чисел августа месяца будет наблюдаться постепенное понижение температуры воздуха до 28 градусов, до 25. У природы нет плохой погоды. И, как признаются синоптики, прогнозировать, какой будет осень или зима, с большой вероятностью невозможно. Остается переждать жаркие августовские дни и надеяться, что осень, как всегда, порадует нас бархатным сезоном, который длится в Абхазии почти до декабря.
По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии будет облачно, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 26-31 градус. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.